В эфире программа «Радио России» Санкт-Петербург. Музыкальные гостиные. У микрофона журналист Николай Кавин. Как всегда, рядом со мной гостья. Сразу представлю ее: Александра Чернышова. Я делаю паузу, потому что хочется добавить, что она гостья из Исландии. Поэтому совершенно другое звучание, наверное, будет наша сегодняшняя передача. Александр, ну вот вы так далеко совершили путешествие из Исландии на берега Невы в Петербург. Что вас привело к нам в Петербург на берега Невы? Привело, наверное, скорее всего, музыка, желание познакомиться с петербуржцами поближе, с музыкантами, публикой, со слушателями. И этот город всегда удивляет. Я приезжаю, конечно, не часто. Он всегда разный. Это очень удивляет, очень приятно, что всегда что-то для себя открываешь, что-то новое. А суть моего визита, можно сказать, тоже вот такие крылья музыки, которые хотят строить такой вот мост между исландской музыкой, исландской культурой и российской культурой и музыкой. Мне кажется, есть у нас что-то общее, очень много различий, но очень много также общего. Этот мост называется «Русский сувенир», проходит в Исландии и проходит также и вот в России. В Исландии были концерты, и вот планируются также концерты, которые знакомят исландскую публику с русскими шедеврами, русскими композиторами, русской литературой, сокровищами русской культуры. В России мы знакомим, да, я говорю «мы», потому что это команда таких же подвижников, как и я. Мы хотим познакомить русскую публику с исландской музыкой и с исландской культурой, литературой. Вот даже вот в этот раз к нам также примкнул исландский известный фотохудожник Йон Рунар Хильмарсон. Родилась эта идея давно, наверное, лет 10 тому назад. А в реальности это воплотилось 3 года тому назад. Прошло где-то около 15-16 концертов. Я очень этим горжусь, очень тепло к этому отношусь. Вот так лелею этот такой вот проект «Русский сувенир», потому что это не только познакомиться с Исландией, познакомиться с Россией, а это также дружественный какой-то проект. Люди, которые принимают участие, они становятся друзьями. То есть это все построено на таких дружественных отношениях. А когда есть вот это взаимопонимание, тогда, наверное, такой проект, такие отношения, они вливаются уже и в искусстве. Когда выступают артисты, они уже говорят даже немножко другом языке, дружественном языке. Очень приятно, что этот проект существует. Я его лелею как свое вот 4-е дитя, можно сказать, так как у меня 3 сыновей. Да, вот это вот такое 4-е. Скажите, пожалуйста, ваш концерт, который прошел, он в рамках какого-то фестиваля, организованного вами? В этом году он принимал участие в таком фестивале, который называется «Россия, Италия, Исландия».
Замечательно, что есть такая возможность, не только Россия, Исландия, а еще и Италия тоже присутствует на этом фестивале. Мы все знаем, что Италия любит и музыку, и живопись. Такие мастера, с которыми очень приятно познакомиться. Наверное, и для них тоже. Иллюстрации того, что вы сейчас рассказали, может быть, наверное, произведение Доминика Мадунья «Валере» в вашем исполнении. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo l'amore nel cielo infinito. Ну вот, наконец, мы можем расспросить Александру Чернышеву, мою сегодняшнюю гостью, о ее творчестве. Александра, вы и композитор, вы и певица. Но с чего все это началось? Во-первых, откуда вы родом? Как вы оказались в Исландии? Мне всегда очень нравилось петь. И я помню, когда мне было 3 года, я любила людей потешить, спеть что-то, вот особенно частушки. Частушки, конечно, у меня замечательно получались, и я становилась на стол и пела частушки для всех гостей, да, когда они приходили. А иногда, когда они приходили, то тогда пелось это во дворе. Дедушка, который у меня в Брянске живет, любил выходить со своей внучкой, со мной, значит, во двор. Просила, значит, мою маму, чтобы она одевала меня в красивое платье. Мы выходили, я становилась на стол во дворе, многие жители собирались по вечерам, и я начинала петь. Вот, наверное, с 3-4 лет моя певческая карьера началась. А где это было? Вообще, я родилась в Киеве. У меня мама и все по маминой линии с Украины, а все по папиной линии из России. Бабушка, дедушка у меня жили в Брянске. И я очень часто бывала у бабушки, у дедушки, на даче. Также у меня в роду оперные певцы, кинорежиссеры. Вот композитор я первый. Композиторство мое началось с того, что я очень действительно тепло вспоминаю этот момент в моей жизни, потому что таких моментов, наверное, бывает не очень много. Когда я была в Артеке, мне было лет, наверное, 12-13. И меня послали там, потому что я была там, отличница, хорошо училась. Мне нравилось учиться, я люблю познавать новое. И там был конкурс на лучшую песню.
И я, как сейчас помню, была эта песня про любовь. «Ты и только ты». В то время, когда я была, было 70 лет, как сейчас помню, Артеку. Громаднейший стадион, много-много очень людей. По-моему, где-то, наверное, 5,000. Я должна была петь эту песню на концерте. И вот я эту песню исполняю впервые под открытым небом. И что-то произошло. Я прямо почувствовала, как вот звездочки на крымском небе в Артеке прям как падают на меня. Когда прозвучали аплодисменты, и просто я почувствовала, что людям что-то для себя они взяли после этой песни. Что-то произошло, какие-то эмоции вызвали. На меня это произвело большое впечатление, и вот с этого все началось. А потом я как-то написала одну песню, вторую песню. Мне тогда было 12 лет. Первую оперу, серьезное классическое произведение, я написала в 2014 году, потратив на это 3-4 года на написание первой оперы. Я уже в то время была в Исландии. Приехала я в Исландию, когда мне было всего лишь 21 год. Сейчас мне 39. Молодая девушка, познакомившаяся со своим викингом, как я его называю, в Испании. Так как я закончила лингвистический университет, помимо консерватории и музыкального училища, говорила я на испанском языке, и мы встретились в Барселоне. Мы просто поняли друг друга с первого взгляда, вот любовь с первого взгляда. Приехала, попросила папу и маму руки и сердца. Я думала, что это роман летний, а он таки действительно очень серьезный, все очень быстро произошло, что пока не передумала, да. Я в то время пела в Киевском музыкальном театре оперы и балета для детей и юношества «Восходящая звезда». И тут влюбляюсь просто по уши. Мне ничего не мило. Ни театр, ни красивый город, ничего. Не могу просто вот находиться вот без этого человека. В то время интернета не было. Я нашла один словарь геологический. Потом посмотрела где-то на карте. Меня просто так родители, наверное, научили. И им большое спасибо. Всегда смотреть с надеждой в будущее. Ни при каких обстоятельствах. И, наверное, они меня научили трудиться, быть очень трудолюбивой. Это мне помогло. Особенно помогло мне, когда я переехала в другую страну, не знав ничего об этой стране, не говоря на языке этой страны. Я все равно верила, что когда ты талантлив, то этот талант все равно никто не может от тебя забрать. Нужно просто, как для любого творческого человека, не сдаваться. Не надо этого делать. Coffee
Мы продолжаем программу «Музыкальные гостиные», дорогие друзья. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Александра Чернышова, наша гостья из Исландии, певица и композитор. Вот о вашем творчестве уже там, в Исландии. Расскажите, пожалуйста, ведь, наверное, нужно было и язык узнать, и какие-то культурные традиции нового для вас народа, тем более, что вы написали оперу по мотивам народного эпоса. Да, вы правильно поняли. Либретто оперы поэта дочь Бишопа написала Гвузрун Аушмунсдоттир. Это известная актриса и известный писатель в Исландии. Она работала с архиварием, с историком Ингольд Хульт 8 лет над этим либретто. А Гвузрун моя подруга. И когда я пришла к ней, мы делимся как друзья, что я там делаю, что она делает. И я ей говорю: Гвузрун, я хочу написать оперу про женщину. И она мне рассказала эту историю про Рагнхейður, епископа дочь, и этого самого известного исландского поэта Хатгримура Петерсона, их историю дружбы. И я просто после вот этого разговора с ней не могла спать. Так получилось, что я пришла к ней и говорю: Гвузрун, расскажи мне еще, пожалуйста, про вот Рагнхейður, что же произошло там и так далее. И вот так вот началось. Она говорит: ты знаешь, Александра, я уже давно работаю над этой историей. Мне очень приятно, что она мне доверила. Это ее жизненный труд. Мне было интересно работать над вот историческими вот такими вот событиями. Это было очень ответственно. Спрашивала себя, смогу ли я написать все-таки оперу на такую историю, которую все исландцы знают. В 17 столетии написано. Опера получила очень хороший отзыв от слушателей. И мне очень было приятно, когда после премьеры ко мне подошли и сказали, что: Александра, ты увидела, ты почувствовала наш исландский колорит, нашу исландскую душу. Им тоже показалось, что даже вот славянские и скандинавские напевы музыки есть, драма и романтика, а тексты были из 13 столетия и 17 столетия, арии написаны. То есть представляете, какой там посыл идет вот того прошлого. Мне очень приятно, что музыку исполняют. Я сделала нотный сборник, переложение для фортепиано и голоса. И в этом сборнике нотном есть арии для сопрано, для альта, для тенора, также хоры.
Мы продолжаем программу «Музыкальные гостиные». По-прежнему у микрофона журналист Радио России Санкт-Петербург Николай Кавин, а моя сегодняшняя гостья музыкальной гостиной, гостья из Исландии, певица и композитор Александра Чернышова. Вот я знаю, что у вас, кроме этой оперы, есть еще опера и балет для детей и для взрослых. Не рождение ли 3 ваших детей побудило вас взяться за оперу-балет для детей? Где-то вы, наверное, очень даже правы. Потому что идея оперы-балета родилась после сказки, которую написала моя мама. Мама у меня очень любит Исландию, и она доктор педагогических наук, очень любит сказки, все время рассказывает. У нее 5 внуков, рассказывает сказки. Как-то мы одним вечером, когда видели «Северное сияние», я говорю: мама, говорю, как бы было бы замечательно сказку, говорю, вот сказку про «Северное сияние». И она говорит: да. Мама у меня тоже работает и с исландским эпосом, и с скандинавским, то есть это тоже у нас сказка построена на, скажем, отождествлении сказочных персонажей. Там есть королева эльфов и 9 миров, там есть Нёрзур, который бог ветра и океана. Это все в скандинавском эпосе, в исландском есть. Это Скази, его жена. В опере есть 7 северий, а северии — это «Северное сияние», дочки тролля Триесты и мальчика-эльфа Гримли, которые, повзрослев, родили 7 северий, которые, танцуя на небе, танцуют в танце, который нам показывает «Северное сияние». Нам кажется, что вот их танец и золотой песок, который подарила королева эльфов, дает разные цвета. Это «Северное сияние». Эта опера, в ней, наверное, где-то тоже есть такой созидательный момент для 3 моих детей, ну и, наверное, для других тоже, да и для взрослых. Суть в том, что люди и природа — это все единое целое. Люди стали больше возвращаться к природе, говорить о том, что нужно беречь природу и беречь то, что мы имеем. Королева эльфов, она как раз-таки хранит эти законы природы между 9 мирами, потому что все миры разные. В одном мире живут эльфы, в другом живут сказочные цветы и камни, которые поют, а в другом мире живут эльфы и тролли. Но они между собой живут в гармонии. То есть в этих мирах существует закон гармонии. И если кто-то из этих миров этот закон нарушит, то королева эльфов все время напоминает им о том, что тогда погибнет все. Я знаю, что в этом спектакле королеву эльфов вы сами поете, и мы можем это сейчас услышать.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Музыкальные гостиные». Моя сегодняшняя гостья Александра Чернышова, гостья из Исландии. Вот мы говорим о ее творчестве. Она автор 2 опер. Ну вот вы написали одну оперу, вторую. А были ли представления на зрителей? Как зритель принимает их? Были. Принимают зрители очень хорошо. Премьера оперы балета для детей, да, и юношества «Сказка о северном сиянии» была в 2017 году в замечательном зале в Харпе. Это у нас музыкальный холл с оркестром. Был хор, было также 9 солистов, был также балет. Прошло просто на большом подъеме, на одном дыхании, и дети подходили. Они немножко боялись королевы эльфов, потому что в исландском эпосе, в исландских сказках королева эльфов, она, не могу сказать, что она добрая, но она справедливая. Поэтому дети ее немножко боялись, потому что знают, что королева эльфов может превратить их в мышку. Дети были в восторге от белки Рототокс, которая прислуживает королеве эльфов. Очень им понравилась Триеста, тролль, да, с большими ногами, с большими ушами. Очень им понравилось детям, смеялись так очень сильно. И боялись тоже Нёрзура, этого бога ветра. Он гонял все время, гонялся за девочкой-троллем и мальчиком-эльфа, говорил: вы не имеете, вы не должны быть вместе, не должны ни в коем случае. А они не только подружились, они еще и полюбили друг друга. Их любовь, все жители 9 миров начали просить королеву эльфов: ведь нельзя же, ведь закон гармонии говорит о том, что мы должны быть в своих мирах, как же так? Мы погибнем, мы не хотим погибнуть. И королева эльфов сказала, что да, по закону 9 миров они не должны быть вместе, но так как эти 2 сердца любят друг друга, они будут посланы в колодец вечности, Лойгават, в Исландии. Но их дети, на них вето не будет наложено. И родились эти 7 северий. А королева эльфов, уже как крестная мама, подарила севериям, 7 дочерям, золотой песок, благодаря которым эти 7 северий могли подняться на небо и летать на небосклоне и танцевать. И вот благодаря вот этим вот танцам образуется северное сияние в Исландии. Жители 9 миров не сразу поняли, почему королева эльфов сказала, что дети будут нам как напоминание об этой магической и непонятной любви. Но когда они каждую зиму исландскую, у нас очень темные зимы в Исландии, долгие, смотрят на небо и видят северное сияние, это красивое северное сияние магии любви, тогда жители 9 миров поняли, о чем говорила королева эльфов. Это сказка о том, что магия любви всегда свети. Нужно беречь то, что ты имеешь, и верить в любовь. Финальная сцена вашей оперы так и называется «Магия любви». Да.
слушали Радио России Санкт-Петербург.